Экспонаты в Круглянском музее руками трогать разрешается. Тем более их автор Александр Харкевич из деревни Волконосова может придумать и сделать еще. Мастерство Харкевича признали нематериальной культурной ценностью Республики Беларусь. Материальной культурной ценностью является именно технология изготовления. То есть он из обычного дерева изготавливает такие музыкальные инструменты, аналогов которых нету, в принципе, у нас в Беларуси. Анастасия мастерство Александра Антоновича хочет сберечь и передать подрастающему поколению. За ценным опытом поехала к коллегам в Литву по программе «Мост». Ну, во-первых, я познакомилась с сотрудниками музея музыкальных народных инструментов, также других музеев этого города, то есть которые входят в структуру города Каунас. С некоторыми из них мы переписываемся, обмениваемся какими-то материалами. Вот один из сотрудников музея народных инструментов помогает мне в разработке интерактивной программы, тоже для детей. Мы обменялись музыкальными инструментами для пополнения фондовой коллекции. Контакты с коллегами оказались настолько плодотворными, что теперь в Круглом ждут ответного визита из Евросоюза. Им интересен наш свадебный обряд, который у нас в музее проходит. Они заинтересовались и хотят, посмотреть, может быть, тоже идею перенять. Александра Антоновича литовские гости также хотели бы посетить. Планируют заказать музыкальные инструменты для своего музея. Заодно послушать самого мастера. А дівчина жито жала, а дівчина жито жала, а дівчина жито жала, ди на ящик поглядала.